Здравствуйте, ребята, с вами я, Эльмира Ринатовна, и продолжаем разбирать тему решения треугольников, а именно применение всех наших знаний, наших теорем, а именно теорем косинусов и синусов при нахождении неизвестных элементов треугольника. Но данные теоремы и вообще решение треугольников мы используем не только тогда, когда нам даны именно треугольники, а и тогда, когда нам даны другие фигуры. Например, решая задачу первую, в которой мы видим на рисунке параллелограмм, то есть ABCD является именно параллелограммом, нам нужно найти периметр этого параллелограмма. Если диагонали параллелограмма равны 6 и 8 сантиметров соответственно, а угол между ними равен 60 градусам, нам нужно найти периметр. Для того, чтобы найти периметр параллелограмма, естественно, нам нужно знать стороны. Причем нам достаточно знать только две стороны данного параллелограмма, потому что противолежащие, противоположные стороны параллелограмма параллельны и равны. Поэтому я могу записать, что периметр параллелограмма равен 2АБ плюс 2BC, допустим. Я не буду записывать сумму всех сторон, а сразу же записала удвоенное произведение стороны АБ плюс удвоенное произведение стороны BC. Ну а теперь, ни та, ни другая сторона нам неизвестна, и нам нужно эти стороны найти. Естественно, если мы говорим о решении треугольника, значит нам нужно залезть вот в эти треугольники для того, чтобы найти неизвестные элементы данного треугольника. Понятно, для того, чтобы найти АБ или найти БС, нам нужно взять какой-то треугольничек. И давайте с вами разбираться. Вот в этом случае очень часто вы задаете вопрос, а какие треугольники брать? Ведь здесь их очень много. Тут можно взять треугольник, допустим, АОБ, или треугольник БОЦ, или АБЦ треугольник. Но в этом случае нам нужно четко понимать, что у нас известно. Если нам дана диагональ BD и дана диагональ AC, причем они равны 6 и 8 сантиметров, то мы вспоминаем, в параллелограмме диагонали, пересекаясь, делятся пополам. Поэтому, если BD равно 6, то BO равно 3, OD тоже 3, 3 плюс 3 – 6, АО равно 4 и ОС равно 4. Вот теперь, когда мы эти данные перенесли, я уже не буду писать, по какой причине, да, они равны по 3 сантиметра, да, и по 4, потому что это я уже вам сказала. И мы находимся уже не в 7 классе, да, чтобы доказывать это и записывать свое обоснование, а уже занимаемся именно нахождением и применением теорем. Итак, 3, 4, 4, 3. Понятно, что если я возьму треугольник ABC, давайте так порассуждаем. Если я возьму треугольник ABC, то есть только верхний треугольник, в этом треугольнике у меня будет известна сторона AC, которая равна 8 сантиметрам, ну и дальше ничего не известно. То есть этот угол у меня превратится в развернутый угол 180, и я как-то подобраться не смогу, больше мне ничего не известно. Поэтому, наверное, мне нужно будет взять треугольник АОБ или БОЦ, или вот эти вот один из любых вот этих маленьких треугольников. Поэтому я рассматриваю треугольник БОА, и в этом треугольнике БОА можете выносить. Если вам мешают остальные компоненты нашего параллелограмма, можете вынести данный треугольник. И вообще я советую это делать. То есть у вас получается треугольник вот такого вот вида. У вас получается, что эта сторона равна 3, это 4, а этот угол 60 градусов. И нам нужно будет найти вот эту сторону. Явно видно, что это теорема косинусов, причем прямая теорема косинусов. Итак, я записываю АБ в квадрате. В этом случае у меня равно АО в квадрате плюс БО в квадрате минус 2 умножить на АО, на БО и на косинус. Можно я запишу угла О? Ну или давайте запишем БОА. БОА. Ну а теперь подставляем все данные, мы получаем, что АБ в квадрате у меня равно АО у меня равно 4, то есть 4 в квадрате плюс
3 в квадрате минус 2 на 4 на 3 и на косинус 60 градусов. Осталось только посчитать. АБ в квадрате равно 16 плюс 9 минус 2 на 4. Опять же, это целое. Поэтому я пишу 2 на 4 на 3. Можно не перемножать, потому что возможно, что что-то сократится. И в результате у нас получается 16 плюс 9 это будет 25, 25 минус 12 это будет 13. АБ в квадрате равно 13. Следовательно, просто АБ равно корень из 13. Все, вот эта вот сторона равна корень из 13. Аналогично я найду сторону BC. Я уверена, что вы эту сторону посчитаете. То есть, если я запишу, что у меня BC в квадрате равно, рассматриваю теперь вот этот треугольник BOC. Я прямо напишу, что рассматриваем треугольник BOC. И в этом треугольнике я тоже считаю, чему равна сторона BC. 3 в квадрате плюс 4 в квадрате минус 2 на 3 на 4. Но здесь уже у меня косинус будет какого угла? Если этот угол 60, то этот, соответственно, 120. И в результате, когда вы посчитаете, у вас получится, что BC будет равно корень из 37. Ну а теперь мне осталось только подставить формулу для нахождения периметра, и в результате у меня периметр будет равен 2 корень из 13 плюс 2 корень из 37. И это будет являться ответом. Все, мы решили. Ну а теперь, ребят, рассмотрим еще одну задачу, в которой нужно будет найти радиус описанной окружности. У меня записано R большое, следовательно, это радиус описанной окружности. Многие уверенные из вас, посмотрев на этот треугольник, сразу могут сказать, чему равен радиус. Потому что вы видите треугольник со сторонами 3, 4, 5. То есть этот треугольник у меня прямоугольный треугольник. И в прямоугольном треугольнике центр описанной окружности находится на середине гипотенузы. То есть центр окружности, которая описана около треугольника, будет находиться на середине нашей гипотенузы. И сразу можно сказать ответ. Но дело в том, что такие фишки, такие теоремы не всегда вы запоминаете. Поэтому для того, чтобы найти радиус окружности, используется и теорема синусов. То есть, что я могу записать? Я сразу же вспоминаю, что по теореме синусов отношение стороны к синусу противолежащего угла всегда дает 2r. Итак, я записываю а разделить, допустим, на синус а. Но я не знаю, где у меня а, где у меня синус а и так далее. Итак, это отношение стороны к синусу противолежащего угла. Ну и там или b к синусу b, ну и так далее. Но мы не знаем, где здесь а, где b, где с и так далее. Поэтому, что мы с вами сделаем? Мы с вами возьмем любой угол. То есть у нас нет значения ни одного из углов. Можно использовать теорему косинусов и найти, чему равен любой из углов. Допустим, 3 в квадрате равно 4 в квадрате, там, плюс 5 в квадрате минус 2 умножить на 4, на 5 и на косинус вот этого угла. Но это нерационально, поэтому я предлагаю использовать теорему синусов. Тем более, что по теореме синусов у нас сразу же выходит радиус. Но что я хочу с вами, о чем я хочу поговорить? О том, что это все-таки прямоугольный треугольник. И мы можем применить хитрость. Мы можем использовать теорему Пифагора, тем самым проверив, будет ли данный прямоугольник, вернее, данный треугольник являться прямоугольным. То есть, что я делаю? Естественно, я беру большую из этих сторон. 5 в квадрате равно 3 в квадрате плюс 4 в квадрате. И посчитать. Я предполагаю, помните, мы разбирали доказательства от противного. То есть, мы предполагали, что, допустим, какое-то утверждение верно и доказывали. То же самое я могу и сделать здесь. То есть, применяя теорему Пифагора, я доказываю, что данный треугольник является прямоугольным. 5 в квадрате это 25, 3 в квадрате 9 плюс 16 тоже 25. Следовательно, данный треугольник, там как АБЦ, там, допустим, является прямоугольным треугольником. Ну а теперь, если это прямоугольный треугольник, то
применяя теорему синусов, мне нужно найти синус какого-то угла. Я ни один из углов не знаю. Поэтому я могу сказать, что если мы рассматривали, что это прямоугольный треугольник, естественно, 5 это гипотенуза. Поэтому я пишу, что угол, ну давайте обозначим АБС. Давайте возьмем синус угла С, допустим. Да? Возьмем синус угла С. Тогда это сторона С у нас, да? Тогда у нас получится 2r равно С разделить на синус С. А теперь, как же я найду этот синус С? Это прямоугольный треугольник, а мы с вами знаем, что синус угла С – это отношение противолежащего катета к гипотенузе. Синус угла С – отношение противолежащего к гипотенузе, то есть АБ к АС. АБ к АС. АБ у нас равно 3, АС равно 5. Следовательно, я могу подставить в нашу формулу и записать, что С у меня равно чему? 3. Синус С равен 3/5. 3 разделить на 3/5 или 3 умножить на 5/3. Сколько у меня получается? У меня получается 15/3. А 15/3 это у меня 5. Следовательно, 2r у меня равно 5, а отсюда r у меня просто будет равно 2,5. Вот таким образом, использовав теорему синусов, мы тоже можем найти радиус описанной окружности, даже в прямоугольном треугольнике. Если вы не помните, что центр описанной окружности около прямоугольного треугольника – это есть середина гипотенузы. На следующем уроке, ребят, продолжаем применять теоремы косинусов, синусов, формулы площадей для нахождения неизвестных компонентов. А на сегодня урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч.